Сегодня в Республике Башкортостан активно развивается этнический, культурно-познавательный туризм. Национальный костюм является брендом и играет большую роль в имидже и позиционировании региона. А сейчас я вас приглашаю на мастер-класс для создания накосного украшения для волос. Форма практически всех накосников одинакова, с разницей лишь в плотности или ажурности структуры изделий. В общих чертах композиция накосников строится на вертикальном чередовании разноцветных бусин или бисера. Существовали разные виды накосников. Одни представляли собой прямоугольные полоски ткани, на которые нашивали стройные ряды монет, а другие – бисерные нити, плотно скрепленные в одну полосу. И третий – несколько бисерных нитей, перехваченных посередине полоской. Общим для всех накосников являлось стремление к вертикальности и ритмическому строю, выраженным в строгом повторе разноцветных бусин. Сегодня для мастер-класса я приготовила вот такие накосники. Мы попробуем создать примерно вот такой вот образ. Для мастер-класса нам понадобится нитка с иголкой, 3 монетки, 9 больших бусинок, 3 удлиненные и около 15 маленьких бусинок, а также лента. 2 формочки, сделанные из фетра в виде прямоугольника и полоски. Итак, мы с вами вдели нитку в иголку. Далее мы берем монетку. Монетку мы протягиваем через нитку с иголкой и таким образом ее вытаскиваем, чтобы она оказалась у нас внизу. Вот таким вот образом. Так, мы вдели монеточку с ниткой с иголкой и берем 3 бусинки. 3 бусинки, можно любых цветов. Я выбрала красный цвет. Соответственно, вот таким вот образом я вдеваю. Так. Можно еще дополнить вот такой вот бусинкой, тоже необычной, деревянной. Далее я беру фетр, полосочку фетра, примерно 10 сантиметров, ее складываю напополам и беру самый крайний угол, вдеваю нитку с иголкой и таким вот образом я вывожу. Далее я дальше опять собираю бусинки. Бусинки могут быть разные. Так, тоже можно взять 5 бусинок, либо 4. Все по вашему усмотрению, по вашему настроению. Так. Вот таким вот образом. Далее я беру квадратную же заготовочку и вдеваю тоже на край фетра. Вот. Можно еще раз пройти для закрепления. И здесь уже делаем узелочек. Угу. Можно еще один раз узелочек. И ножницы уже отрезаем. Так, это у нас только одна часть. Таким образом мы дополняем еще 2 раза, чтобы у нас примерно получился уже накосик.
такой вот накосник получился. Сейчас мы пришиваем ленту к накоснику, к основанию его. Можно его задекорировать также, взяв какую-нибудь бусинку, тоже для украшения. Таким вот образом мы ее приукрашиваем. Таким образом будет держаться. Таким образом мы пришили накосник. Вот такой вот накосник у нас получился. Мы сегодня создали накосное украшение для волос, которое дополнит ваш образ в этническом.